Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская республика», в студии я, Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Регион пополнится уникальными объектами. Святыня, рассчитанная на 5000 прихожан, будет расположена в удобной локации. Судя по макетам, подъехать к ней можно будет с любой стороны. В Грозном появится сразу несколько мечетей. В торжественной церемонии закладки капсул принял участие и Рамзан Кадыров. О сроках и территориях строительства в этом выпуске. Итоги ушедшего года. Были достигнуты высокие показатели в самых различных направлениях. Расскажем в нашем эфире о насыщенных событиях 2023 года, об успехах и достижениях Чеченской Республики за этот срок. Укрепление связей. В Чеченскую Республику с рабочим визитом прибыла делегация из Арабских Эмиратов. Гости посетили ряд значимых мест субъекта. Девятого января в Чеченской Республике отмечается поистине знаменательная дата для региона. День восстановления государственности и чеченского народа. Именно этот день позволил вернуться людям, которые были несправедливо осуждены и этапированы в Казахстан. Именно в этот день, в далеком 1957 году, Президиумом Советского Союза было принято решение о возвращении на родину. Люди, которые долгие годы находились на чужбине, смогли наконец увидеть родные края. Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поздравил жителей нашей республики с этим праздником, отметив, цитата, «Мы всегда с тяжестью в сердце вспоминаем тех, кто так и не вернулся на родину. Чтим память тех, кто выдержал все тяготы и не потерял надежду на возвращение. Желаю всем мира, стабильности, благополучия и процветания». Для всех чеченцев это особая памятная дата, когда была восстановлена историческая справедливость и сняты все ложные обвинения с чеченского народа. Конец цитаты. В субъекте в первый рабочий день после новогодних праздников заложили 12 капсул под строительство мечети. 2 из них будут возводиться на территории правительственного комплекса и в Шейх-Мансуровском районе столицы. В торжественных церемониях принял участие Рамзан Кадыров. Чьи имена будут носить святыни и на сколько мест они рассчитаны, расскажет Турпал Тайсумов. Не секрет, что в Чеченской Республике не осталось населенных пунктов, где отсутствует место для поклонения Всевышнему. Но с учетом быстрого роста городской агломерации и населения, важно создавать новые религиозные объекты. 12 мечетей украсят территорию субъекта спустя некоторое время. Одна из святынь будет носить имя известного богослова Дауда Хаджи Мусаева, ушедшего из жизни по воле Аллаха в 2017 году. Глава региона Рамзан Кадыров вместе с соратниками и многочисленными официальными лицами посетил закладку под будущее строительство. Святыня, рассчитанная на 5000 прихожан, будет расположена в удобной локации. Судя по макетам, подъехать к ней можно будет с любой стороны. Плюс большая парковочная зона, что опять-таки станет преимуществом для всех молящихся. Сегодня, благодаря общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, мечети строятся так быстро, что порой не получается запомнить каждое открытие. А ведь для региона это уже привычное, но очень важное событие, отметил в своей речи муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. ويمخها شيت ماجدك ده عدول وشدو شيت ديلز عندنا عدول در إذا نعمة دوق نعمة دويز بيركة دوق بيركة دويز ده لا شين ديكدين شونج بيبوال بقلوربات ابن عطاء سكندريس بوال ديلريس خيل سنة قرآن شو عدال بو بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم وما تعملون دال قيل نشو آشاش العمل قيل ندال آية حدال دين سو إيلر بوخ دال شي قولو شا قلن بولش بول ديك بول قوش باقر İtsasi ilal yerşiyen dal şiyen yal sayelçi yallam del lur yol şu mo lur yol şu elçi tadel tsadyan o şolstak elq elşnu aleyhissalatu vesselam otsun yelsman şu gal yuğru el son ma'na ahor del tsamel do dal yelsman qabaqon yelsman şu atsadol haqiqatan akhiru bo ma'ndatsun yelsman şu haytsadol haymettig yolş دال يلسمن أهلنا وين خلر داخل خلر أهلنا وين خلر
del tevfik del khilar dok dalil dokis. On elçi del hakharja kharjin, o dikş balgan. Del şah kullin bolş bol dik bol, hügolo del haguç bakır. Del hakharjar doiz, havizer doiz, hüvet uz biyezen bar doiz. Son saaşiye koyats, bağdek doiz. Vezgel wash del dikans biekam boil, vezgel wash del qobul saga doil мельешол del хусмиш. Богослов добавил, что в регионе есть мечети, которые уже не могут вместить всех желающих. Они также будут заменены со временем. Sayol mettiga majdik doçol mettigyo, sayol mettiga majdiga gat della çonah satarluş mettigyo, sayol mettig majdik gat del şir del tiş della daqa yurt şor yalla işt majdik üyeş mettigyo, daqa o huma daal sadiyazaş ayıq samoyin mosso zaman ço ayıq mayarri hoq şaraha şeit majdik dir doy ماجدك ايش يول متكش بلغال يا اخي الله هنش الله اتعشيشو حالخا اشت بلغال يا اخي تنا دوخ ماجدكش ديروي حديل سلاروش يوغت اقا هقوي مخكع بوش بول بوصوب ناخ هون ديل ريز خيل باق مصو بوصوب ناخ ارخا هون ديل ريز خيل الا ديل بزخلوش دال ديكنس بيقن بويل ديل گرگرش ناخ ارخ ديل پايخ مريض ارخ دل أولى يتصرخ قون يتصرخ ديك شنيه يتصرخ مريد يتصرخ ماجدك شدش أتسير تسرش دائما نيخا يسع يسولش إيش حيخ بر إيش بيزر قش دوقش إيش بيتر أقا مصو أغورا نيخ كير دلوش ماجدك شدين سعشا إماجدك سانديك شنيه يتصرخ دا شا أستيبنا قش الله دول دوخ بيركت دو أعتقد وين سعد عدو وشتول ماجدك إذا أها وين حيح نول شول داود حاج دالديق الويل إذا شا وق علم سقور ديك سقور أصديل موسقشنا وبيستشنا دقر دو على ولش ماير سان دو حلاتنا ولش شيء سيت ديغة تمر سان دو على ولش شقوا الله ور ديل أولاش بيش شا شيء كير سعد الله جو أصطيبان ديل أولاش بريش بيزش ور أصدق شنيا ما سيري سيدي ديل يلشنبو عليه الصلاة والسلام دال شيء سيدي والشون بيه سيدلش болчер сида хордацел. Рамзан Кадыров в своем выступлении подчеркнул удобное расположение места для будущей святыни, ведь здесь будет возведен целый жилой район, в котором появится 130 многоквартирных домов, рассчитанных на десятки тысяч человек. Это заслуга огромного количества людей и, конечно же, милость Всевышнего. ديقردو أدمشن دانا ومخ ديشل تان برت عملية دانا دقا شيء رزب دق ماجي باغمت دانا خليتر وديقردو إز دانا حال ماجي شتيش دلا دانا مختز مالر يرتش يقيغل دق شوفش باز دانا نحضان دقش حوا أربع حاش دانا ماجيكش دون يشري حاشتي دون ويدو خيش دون مفتي اوشم دقا ولا تصدح دادولش دق دون شيتو داسك دادا مولا قيد دون عند حاجة عايش قيد عاد ماجيكش وي مصيري دون تولى خلص دون ماجيكش دون دي دوي دا مولا دا وينا استعدانا ودي دا الوقتيش وي Сомет Адона, 130 сов домов до штука, почти 70 тысяч населения до штука, домаш халдеш на Адона, хока ши мажик, хо юха дуя юха, ши мажик дон, лакдам ола ши мажик чекте дока дон, да дер пурбанс дон, да дона, дер дух вой дон, вен вода на wasle, вег иза, кидал ла вейдин дол мажик сан дон, шек да дон вен. Собравшиеся сделали совместное дуа и провели обряд жертвоприношения, после чего глава региона своей командой дал начало строительству религиозного объекта. Давай, бисмилlah, да. Amin ya Allah. Echt gesetzt, das brauchen wir.
По словам строителей, будущая святыня, как и все остальные, станет возводиться без каких-либо сложностей. Все необходимое находится в наличии. Ресурсы могут быть дополнены по мере необходимости. Сразу после церемонии делегация во главе с Рамзаном Кадыровым отправилась на следующую локацию. Еще одну святыню планируют построить в Шейх-Мансуровском районе. Она рассчитана на 3000 прихожан. Возводит ее также уже традиционно за счет средств регионального общественного фонда. Она будет носить имя старшего сына первого президента Чеченской Республики Зелимхана Кадырова. Являясь мудрым и богобоязненным человеком, он ушел в праведный мир в 2004 году. الغاز وقابل دايل سنة سون كنت زالم خنص أنا يول وشو تاق وايفاتش عن رمزان حاجة وشا و زالم خن شاء قونا ساق ولش كومير شاء ولش دوزن شي سيسا دي غاز غلق دولش هوق ديل نقطع قاحيوكش قاحيقنا ديل نقطعها تاق قاحيق السان دال دو حلوانا ولش أستايبنا تاق ووزن شار حيخو شار Цунах мелкият чара, цун дадик тиешел долша, қонасак олш дал ду алвану, қонасак бош дега жим тиешел дац, дох тиешел дуис. Везгыл вош дал қобыл саадил, тағтаған отзелем хан царах мәждик дуолош дуой, хай чурч дюзлал халq дұққа на халға беғиях, таққа дұққа сидолш болна, халға беғиях, дикна халға беғиях, إزالم خان مسار الحلق ويخشي هما دوتشح تأقى سنسرا دادولوش ديل سادوي سنسرا حجر إنير أس حجر شرا دقة حافش حارة بالله تأقى دقة دكنش شيخ بيركت حدولش سادوخشو وزغلوش دال شو حدولش دول بيركت Здесь будет 2 этажа, здание с подвалом и входной террасой. Площадь застройки составляет 1600 квадратных метров. Над декоративными элементами отделки будут работать высококвалифицированные художники. Всего же на территории субъекта действует 1412 мечетей. Турпа, Лолита Исумов, Мадина Кураева, Магомед Басаев, Сайтымин Мусаев и Сайтселим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В скором времени завершится реконструкция театра юного зрителя. На месте побывал Рамзан Кадыров вместе с заместителем председателя правительства по социальному блоку Айшат Кадыровой. В ходе своего визита глава региона осмотрел, как протекает процесс работы. Совсем скоро планируется торжественное открытие. Мадина Кураева продолжит тему. Это первая масштабная реконструкция здания почти со столетней историей. Теперь у Чеченского государственного театра юного зрителя начинается новый этап. Все это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура» при непосредственной поддержке вице-премьера правительства региона Айшат Кадыровой. На изменение объекта посмотрел глава субъекта Рамзан Кадыров. Почти 100 лет, але кирпичиш хаястан гитна, опишешь экран жду. Совсем пиварись. Заучиваю. Машаллах, молодец. Дори вот так и я Сон дэгбудо? Ну? И он дέχает. Он листочек. А приятный? Чох, цвета чох возьмем. Бегу, чубахля, бег. Проделана огромная работа. Восстановили исторический вид фасадной части здания. Проведены ремонтные работы изношенных конструкций внутренних помещений. Здесь появился абсолютно новый, не имеющий аналогов, просторный зрительный зал на 200 посетителей. Для приятного и полезного времяпровождения находится зал с компьютерами, библиотека, музей театра, лекционная комната, а также столовая. Все это выполнено в уникальном стиле. Второй этаж, да, кафе, столовая, то же самое, но джим более современный. Компьютер, добавок, книги, есть что. Не только спектакль, очень мозаики тоже почти 100 лет. Специально что? Юга и яйца, но та часть потеряться, но я не почти что. Что тоже, халулер открыть кино.
Спипинч. Мохал там был. Вот электрические шишка. Извини, экранный был, что это ладно. Разные. Другой презентация. Очень библиотека, самое. В здании полностью установлены новые системы коммуникаций. Все кабинеты оборудованы техникой и инвентарем. Условия соответствуют всем современным стандартам. При этом здесь сохранили исторический вид. Стоит отметить, что до реконструкции во время демонтажных работ в одной из частей был обнаружен неразорвавшийся снаряд. Было принято решение сохранить фрагмент этой стены, чтобы юное поколение помнило прошлое. Здесь же Рамзан Кадыров вспомнил 90-е годы, время, когда здание было местом встречи с международными террористами. Искали очень хока встреча, того обещан он разбор пьешь. Юмет талатко. Чуть я дехнешь, так я помню, я свихала, индивидуально. Я чувствую, что я твал вырдастан. То есть я дехнешь. Хок пиш так чувствую, что вырдастан. Мусу курда позиция ластан. Того обещан себе, надо. Не стат он был. Дополнительно иное здание, чтобы декорации, репетиции, лучше подвал не полный курс тоже, хада стан белбошен кабинет у меня чуть немного свет прич, воздух прич, цены халалери. Халалери восстановительно. Максимально настолько хит в данный момент современно, и эта история сохранится, это надо умудриться. أسبنا سواء عمل أبيض هين مكان باشته وقت سوچ أوضاع خمره داره. گردی روبی. تو کارتون اجازه یوم выставки что любой момент. Ого, здесь он бардиш. Читать не подвально. Гостям показали и офисную часть здания. Здесь также все выполнено со всеми удобными условиями. Усовершенствованный культурный объект станет не только еще одним украшением города, но и центром притяжения юных ценителей театрального искусства. Мадина Кураева, Ислам Ибрагимов, Сайтели Мампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Еще одну инспекцию Рамзан Кадыров провел во Дворце торжеств, в котором идут масштабные преобразования. Реконструкция объекта близится к завершению. Комплекс будет отвечать всем современным требованиям и сможет провести мероприятия на самом высоком уровне. Далее Мадина Нуцалчеева. Это не первая инспекция Рамзана Кадырова. Реконструкция Дворца торжеств Гранд Холл Фирдаус находится на строгом контроле главы Чеченской Республики. Вместе с ним осмотреть ход работы прибыла вице-премьер по социальному блоку Айшат Кадырова. Они шкурки ему свет приглушили, чтобы гореть неровность. Сейчас они уже под покраску готовят. Керама гранитовая ваильша, хаянюша, да, мой. Керама гранит ваильша, они, в принципе, мебель готова, приехала, технику все поставили, тоже готово. Люстры повесили, шеф. Приснак докун, да, сказал, Керама гранита и резк шбахандош, жим хилу дуэш, художественный яшивой. Они исуаю шаларим, шеф, всех дуэдер. Хазалина, а мероприятие, чайнат, вид хазлодела и художественные шуэта, из-за этого чуть-чуть резко шиашуэш, в цундель, жим хилу жду, так, да, мула, уже завершение уходит, в общем. Остался керамогранит, когда закончится пыльная работа, покраска и все готово. Eerlijk rezo zo. Много дождей двор, что да. اسم دلسة دي ده أصلا. بس عايشة في الدنيا زين ده دي صح. يوك الله. لقاء خاص دوتي كم تجي فريوش. ما بينهم ما حياة نوجه يكحلوا حياة. هو قبول عبوي ولا. نعم عشان أقول أنت حقيقة تصنيش. بدي تبدأ من سرايا. كده وعن الشراء والعيد شو ما سميه بس هم قسم ريسك شيء وعن وش عن هي اللي خدوا
يرمشتم دام بدأ بسم برشتم بزار وصار هم فساد обновить наши сок обновить подвальную часть обновить вентиляцию каналы оборудование кухонный самой перила тоже все готово сейчас чинного блага там перила что надо хорошее сейчас мы это подменяешь ключевое тоже Комплекс пользовался популярностью и раньше, ну а после обновления число его посетителей вырастет в разы. Помещения будут просторными и светлыми. Разработкой внутренней отделки занялись московские дизайнеры. Рассчитан зал на 450 посадочных мест. На сегодняшний день на объекте круглосуточно трудится 100 рабочих. Глава нашей республики остался доволен ходом работ, качеством выполнения работ. Зал у нас рассчитан на 450 посадочных мест. Все делается по последнему списку моды. Есть зоны жениха, зоны невесты, молильные. Как бы все рассчитано для комфортного проведения мероприятий. Работы у нас ведутся в 2 смены, и ночную, и дневную. Старого не осталось ничего. Полностью переделана система вентиляции, кондиционирования и отопления. Установлен гранит по периметру здания. Выполнена система снеготаяния. Брусчатку также планируется поменять. Гипсовые фигуры изготавливаются прямо на объекте. Уже в первых числах марта все будет готово к сдаче. Мадина Нуцалчиева, Сейдамин Мусаев, Харан Абдулаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики Вести Чеченская Республика. Еще одно строительство мечети на 3000 мест начато в селении Старые Атаги. На официальной церемонии закладки капсулы присутствовали глава Урус-Мартанского района Шемиль Куцаев, представители Духовного управления мусульман Чеченской Республики и Совет старейшин. Собравшиеся прочитали Мечеть планируется возвести за минимальные сроки. Строится она за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. دا لمولا عدونا سيغا لعا الماش دقدنا دا نروز بامبارتو يولش يق ديل حسام يولش سيخ يين دعواتي لك ويا دا العوبل ساخ ولجني دا رزق ولجن. В 2023 году в нашем регионе произошли большие изменения в положительную сторону. За этот период были достигнуты значимые результаты по всем сферам жизни субъекта. За этой колоссальной работой стоит Рамзан Кадыров и его команда. О достижениях, успехах и разработках за ушедший год расскажет Медина Мударова. Непредсказуемый, но интересный мир проводил 2023 на протяжении 365 дней. Он не переставал удивлять различными событиями. Множество информационных поводов, то, чем Чеченская Республика по праву может похвастаться. Были достигнуты высокие показатели в самых различных направлениях. О самых значимых событиях расскажем в нашем итоговом сюжете. Народ как нация существует до тех пор, пока сохраняет свой язык и культуру. Слова первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова полностью олицетворяют уходящий год. 2023 был объявлен годом чеченского языка главой региона Рамзаном Кадыровым с целью сохранить и популяризировать родную речь. بالو بيش فالقوش تدي متى دون علشان هو مو قريت يا دوش ولدون يحايد ويل يا والله داستان يا حياتهم عندهم سريش دون لا مو دون هو لا دون وفشا ولول شو دون أو يقولوا ناتشي مات بيتزا أبقى بوزي تا دون تن أبقى ملا دون إز ناتشي مات لق على بايس أو يقولوا كذا مولانو. Работа началась незамедлительно. Помимо того, что чеченский изучается в школах отдельным обязательным предметом, за прошедший год разработали ряд правил орфографии родного языка, на основе которых переизданы все учебники. Выпущен большой орфографический словарь в 10 томах из более 140 тысяч слов. Школьные библиотеки по сей день пополняются новыми детскими сказками на чеченском. Также идет трансляция мультфильмов и передач на родном языке. Проводились различные конкурсы, в том числе и по инициативе главы региона Рамзана Кадырова.
Один из них – Новчин Метан Гоузенча. На участие подали заявки около 1000 человек самых разных возрастов и профессий. Из них 100 прошли во второй тур, и в финал вышли 10 знатоков родной речи. Победителем конкурса и обладателем 5 миллионов в качестве главного приза стал член Союза писателей России Халим Бурчаев. Этот год ознаменовался и масштабными культурными событиями. Дни культуры Чеченской Республики прошли в ряде городов. Инициатором стала вице-премьер региона Айшат Кадырова. Государственный академический ансамбль танца в войнах показал на сцене Южной Осетии всю грациозность национального танца. Солисты Государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова, а также артисты национальной эстрады исполнили для зрителей свои композиции, а спектакль «Белла» в театре драмы имени Фазиля Искандера открыл Дни чеченской культуры в Абхазии. Еще одно знаменательное событие из сферы культуры. Грозный с гастролями посетил всемирно известный театр имени Евгения Вахтангова. Евгений Онегин, мадемуазель Нетуш и дядя Ваня представили в драматическом театре имени Лермонтова. Порадовал 32-й кинофорум «Золотой Витязь», объединивший кинематографистов из разных стран мира. Впечатлил и 14-й международный фестиваль-конкурс танца имени Махмуда Эсамбаева в Грозном. 114 танцовщиков из 13 стран. Плодотворным этот год выдался и для Министерства образования. Построено 27 школ, отремонтировано 76. Открылся и филиал Московского государственного университета в Грозном. Благодаря налаженному взаимодействию в этом году у чеченских студентов появилась возможность получить лучшее образование, не выезжая из родного края. В ноябре состоялось открытие 2 учебных корпусов кампуса Чеченского государственного университета имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. 11 блоков, 1000 учебных мест, порядка 100 современных аудиторий. Всего здесь обучается порядка 16 тысяч студентов, и что важно, в том числе ребята из других стран, потому что здесь задан очень высокий стандарт образовательных программ, и подтверждение к этому то, что университет каждый год усиливает свой потенциал. От бумажного до электронного образования идет в ногу со временем. Вместе с тем школы Чеченской Республики с 1 января 2023 года вышли на электронные дневники и журналы. Это стало возможным благодаря нацпроекту образования. Школы снабжены и соответствующим техническим оборудованием. В образовательных учреждениях республики активно ведется работа по цифровизации обучения. Это так называемый ББЖ, безбумажный журнал, безбумажное ведение вот этой отчетной документации с 1 сентября 2023 года. Мы более плотно к этому перешли. Ранее, еще с прошлого года, такую практику у нас начали общеобразовательной организации нашей столицы, города Грозного. И, конечно же, мы должны идти в ногу со временем. 2024 год, здесь, конечно же, наша главная задача, чтобы мы вошли в топ регионов, которые максимально выполнили все критерии, показатели национального проекта образования, потому что в 2024 году это будет год подведения итогов, у нас проект образования заканчивается. Это, конечно же, своевременное открытие, как мы ежегодно это показываем, новых объектов, которые в Чеченской Республике будут открываться. У нас таких объектов на данном этапе было 8 объектов. Сейчас, благодаря отдельному обращению главы республики, еще 3 общеобразовательных школы добавилось, и мы надеемся, что эта цифра еще увеличится. И, конечно же, это каждая школа, это новое образовательное пространство в соответствующем оформлении. Здесь, конечно же, нужно не забывать про подготовку кадров. Самый громкий инфоповод за последние 2 года. Люди переживали, радовались победе, молились. Специальная военная операция на Украине, очистка территории от нацистских формирований, стала одной из первостепенных задач. Каждую неделю из регионов отправляются сотни добровольцев со всех субъектов страны, предварительно пройдя курс военной подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе. Весь процесс с начала специальной военной операции и по сей день лично контролирует глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Большое количество освобожденных населенных пунктов, мирных жителей и ликвидированных противников – результат 2-годовой работы. Элитные чеченские подразделения наравне с другими эффективно выполняют возложенные на них задачи. Можно сказать, что спецоперация уже близится к своему логическому завершению. Это бастон, следующий год, июль, конец года, если уже у них исчерпаны все возможности, человеческих ресурсов у них не хватает, средств денежных тоже у них нехватка, с оружием у них проблемы, даже если я принимал бы решение, который должен принимать Верховный
полнокомандующий, можно было завтра закончить в течение 3 месяцев. Профессиональные бойцы, участвовавшие в самых различных спецоперациях, а также новобранцы, отрабатывают навыки на территории чеченских подразделений. В 2023 году открылось 2 батальона, носящие имена героев чеченского народа – Шейха Мансура и Байсангура Биноевского. Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день сформированные полки и батальоны являются самыми боеспособными в стране. Товарищ генерал-полковник, личный состав батальона имени Байсангура Биноевского на торжественном мероприятии по вашему приказу построен. Докладывает командир батальона капитан Чалаев. Вольно. Вольно! Салам алейкум. На время строительства батальонов военнослужащие размещались в Российском университете спецназа. Место, где создают настоящих воинов. Он всегда славился безупречной подготовкой бойцов, а после начала специальной военной операции внимание к нему приковано еще больше. Там же навыки оттачивают добровольцы, изъявившие желание встать на защиту Родины от посягательств фашистов. А для этого у них в распоряжении имеется все необходимое, лучшее вооружение и полная амуниция. По команде цель, 1 номер. Работает до щелчка. 5 выстрелов. 6-й будет щелчок. «Джихад-машины» – такое название дали военным автомобилям, спроектированным на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко». Это первые 3 боевых образца. Их презентовали лично главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Разработкой огневых средств занимались чеченские специалисты совместно с Московским государственным техническим университетом имени Баумана. Вскоре опытные образцы приступят к несению боевой службы. Я недавно был на базе, где их производят. Там у нас были определенные коррективы, они установили, сейчас в данный момент они готовы уже выехать, мы уже посмотрим, как они себя поведут на передовой, на СВО. Я думаю, что в ближайшем будущем они уже будут участвовать на территории Украины. Один из важнейших двигателей развития. За прошедший год Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики продемонстрировало значительные результаты, важные мероприятия, инвестиционные проекты и стратегические соглашения. Активная работа велась в первую очередь для создания новых рабочих мест и увеличения экономического потенциала региона. Впереди еще грандиозные планы. Могу смело заверить, что мы выполнили те задачи, которые перед нами поставил глава. Например, касательно создания мер поддержки. В республике был создан фонд поддержки промышленности. В первую очередь мы занялись созданием в республике технопарка в сфере радиоэлектроники. Мы одни из первых в стране будем строить технопарк в сфере микроэлектроники. А также у нас уже есть технико-экономическое обоснование. Мы запускаем проект создания индустриального парка в сфере автомобилестроения и машиностроения. В том числе у нас в республике уже запущено несколько предприятий. Это, например, предприятия в легкой отрасли, на которых мы сегодня совместно шьем военные формы для нужд СВО. Плюс у нас открыт магазин компании «Светанок» в республике. Планируется открытие еще одного магазина до дому. И мы планируем в дальнейшем этот бренд вообще развивать по всей стране. Столица, сердце республики. Грозный был признан самым разрушенным после Великой Отечественной войны. Специалисты утверждали, потребуется минимум лет 50 для восстановления, но они ошибались. В этом году ему исполнилось 205. Во всем мире его приравнивают к Дубаю. Один из расцветающих и быстро развивающихся городов. Каждый праздник здесь отмечают с большим размахом. День города, куда съехались официальные лица Российской Федерации. Фестивали, которые собирают туристов со всего мира, и концерты, на которых не остается свободных мест. Несмотря на все многообразие досуга, всегда есть куда совершенствоваться. По столице Чеченской Республики строится множество объектов. Самый масштабный 435-метровый небоскреб Ахмат Тауэр. Продолжение проспекта Путина, он будет продлен от памятника Дружбы народов до улицы Коперника. После завершения работ фонд города пополнится на 1 700 000 квадратных метров. Более 120 многоквартирных домов разной высоты и архитектурного стиля. Возводится правительственный комплекс, ну и, конечно же, строительство международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. В целом был аэропорт. Поручили цели изначально бакалавры. Порядок работы на охвате, график работы, совещание,
видео постоянно наблюдение конференции, полностью любой проблем решать я ищу. За этот год открыли множество объектов, в том числе и религиозных. Мечеть имени пророка Ибрагима, мир ему, вместимостью в 4000 прихожан. Появились и обновленные транспортные артерии улицы имени Николая Жуковского и Маты Кишиевой. Рамзан Аматович, я искренне поздравляю вас с реализацией еще одного проекта. Желаю вам дальнейших успехов в деле служения народу. Пусть эта улица станет еще одним символом развития и прогресса нашего города. За 2023 год Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики проделало огромную работу. 300 молодых семей получили господдержку в приобретении жилья. Им же обеспечены и 440 детей-сирот. Еще 2000 семей переселены из аварийного фонда. Обеспечен беспрецедентный объем ввода жилья за всю историю – 2097 квадратных метров. Это уже превысило прошлогодний показатель. В системе ведомства 16 реабилитационных центров за год они обслуживают около 6000 детей. Также функционирует 18 комплексных центров занятости населения. В течение года ведомство оказало помощь до 15 миллионов услуг. Безработица в республике составляет около 8%. Перемет бегал бахтуна, цой бельч, кимела остеабол бадок до, камела самка до, камела чобоба речь остеакаху дам, хуже ищти результат, алтеша докой. Множество побед. Лучшая муниципальная практика 2023. В его рамках 120 российских и зарубежных компаний из 57 стран мира зарегистрировались на международный конкурс по разработке мастер-плана Грозного. В рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды построен парк птиц в Курчалое. Выход в финал конкурса «Культурная столица года», ну и долгожданное открытие смотровой площадки на Грузинском море, которое ждал весь город. حزمت يبقى دون ولو على وعدون ده تعبيرتي ولدا وي على أخشي شو خزيش ويقوم يشطب ديك ميلدك دون да, новые объекты, качественные дороги, зоны отдыха. Причем все это отвечает самым современным стандартам. На этом развитие города не намерено останавливаться. Грозный стремится стать центральным городом юга России. Для этого создаются все условия для желающих инвестировать в республику, открывать и развивать свой бизнес. У нас идет динамичный прирост по всем основным показателям. Это и промышленность, сельское хозяйство, строительство. Экономика в целом у нас развивается. Мы занимаем лидирующие позиции на всех федеральных уровнях. Как известно, мы второй раз подряд стали первыми по 68-му указу президента Российской Федерации в рамках оценки деятельности глав субъектов по социально-экономическому развитию. И также по ряду направлений федерального значения. В планах на 2024 год у нас предстоит тоже непростая и очень важная работа, которую мы собираемся и также успешно, как в текущем году, продолжать. Свой потенциал представила Чеченская Республика на международной выставке форуме «Россия в Москве». У каждого была возможность познакомиться с культурой, бытом, туристическим и экономическим потенциалом. Национальные песни, танцы, одежда и кухня – все это отражало дух народа. Каждый остался под яркими впечатлениями и восторгом. Также состоялся розыгрыш призов и путевок в регион. Все это помогло не только развить данное направление в субъекте, но и привлечь еще больше новых туристов. На высочайшем уровне сделана презентация Чеченской Республики. Мы это видели только что, и огромный интерес это вызвало у посетителей павильона «Россия». Поэтому, конечно, мы, и правительство Российской Федерации, и руководство Чеченской Республики будем продолжать делать все, чтобы улучшать качество жизни людей, живущих здесь, с тем, чтобы стремились приезжать в гости туристы не только со всей России, но и туристы из других стран. Сегодня это фактически очень безопасное место с высоким уровнем развития инвестиций. Говоря о путешествиях, этот год был лучшим для Министерства туризма региона. По данным ведомства, за последние 9 месяцев поток туристов в республику составил 210 640 человек. Он увеличился на 41,5%. Разнообразными были и мероприятия. Первый федеральный трейл в Чеченской Республике. 750 участников, дистанции протяженностью 95, 55, 35 и 10 километров. Фестиваль рыболовного туризма «Грозный карп», гастрономический фестиваль «Шира Кача»,
мира, который собрал туристов со всей страны. Все это Чеченская республика, которая радует своих жителей и гостей. Сезонный горнолыжный курорт Ведучи непрерывно улучшаются, строятся новые трассы, канатные дороги, места размещения гостей. Развивается новый вид экотуризма – глэмпинг. Регион предлагает туристам самый разнообразный отдых – джип-туры и пешие горные походы. Набирает обороты лечебно-оздоровительное направление, проводятся различные форумы и фестивали. В начале следующего года мы хотим с помощью корпорации ВБРФ организовать, то есть и попросили даже их включить в мастер-план всего Северного Кавказа, туристический мастер-план, включить два таких важных гидрологических объекта, которые существуют в Республике Дагестан и в Чеченской Республике. Это Сулавский каньон и озеро Кизмя. Мы хотим обязательно в новый проект включить именно объединяющий маршрут между двумя этими гидрологическими объектами. Считаем, что то количество туристов, которые приезжают на Северный Кавказ, в том числе в Ставропольский край, в Дагестан, мы знаем, что большое количество туристов так или иначе приезжают и в Чеченскую Республику в качестве экскурсантов, возможно, даже пока, но мы думаем, что, и мы видим статистику, что они потом превращаются в туристов. Но именно межрегиональные проекты, то есть именно межрегиональное сотрудничество позволяет эти внутренние потоки увеличить. Аймани Несиевна – женщина, чье имя всегда звучит как синоним мира, добра. Это президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Забота о обездоленных, больных, осиротевших – главная цель ее жизни. За текущий год благодаря поддержке фонда около 30 тысяч семей получили финансовую помощь на решение своих проблем. Более 160 обрели комфортабельные дома, квартиры с необходимой мебелью и бытовой техникой. На регулярной основе оказывается помощь малоимущим и нуждающимся семьям в виде продуктовой помощи. С первых дней специальной военной операции жители освобожденных территорий Луганской и Донецкой народных республик получили материальную и продуктовую помощь. Также сотрудникам доставили более 25 тысяч тонн продовольствия. Оказывается всесторонняя помощь и семьям военнослужащих. Именно благодаря Аймани Несиевне, благодаря Рамзану Ахматовичу, благодаря фонду в нашей республике не только решаются такие плачевные вопросы, такие трудные вопросы. Люди попадают в сложную ситуацию жизненную, и когда есть такая поддержка, такая помощь со стороны и от фонда, и со стороны от правительства, это неоценимый вклад, это безграничная поддержка. Та помощь, которая была оказана в этом году, она в разы увеличится, и самое главное для фонда – это быть полезным, быть поддержкой для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Поддержка благотворительной организации давно перешла на международный уровень. Последствия природного бедствия в Сирии и Турции оказались ужасными. Тысячи погибших и пострадавших, разрушенные города. Чеченская республика не оставила дружеские страны наедине с бедой и с первых дней начала доставлять им гуманитарную помощь. В общей сложности в обе страны было доставлено более 250 тонн продовольствия. Одну не оставили и Палестину, отправив несколько партий продовольственной помощи в количестве более 90 тонн. Также по инициативе начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадыровой прошли акции «Дети Чечни детям Палестины», а также «Дети Чечни детям Африки». Все вырученные средства пошли на помощь нуждающимся. В рамках государственной программы развития дорожной отрасли региона Министерством автомобильных дорог в 2023 году работы велись на 64 объектах. 13 из них – это объекты нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В них входят 9 участков дорог и 4 моста. Установлено 5 стационарных камер фото-видеофиксации. Введены в эксплуатацию после реконструкции, капремонта и ремонта 44 объекта. В течение года ведомством выполнялись мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Большие достижения в медицинской сфере. За уходящий год ведомством была проделана колоссальная работа. Одна из основных задач руководства – это обеспечение республиканского здравоохранения квалифицированными специалистами. Для ликвидации кадрового дефицита в сельском здравоохранении по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» трудоустроено 62 врача и 36 средних медработников, что составляет 100% исполнения плана на год. Уже поставлены новые задачи и цели для еще большего улучшения работы. Чеченская республика достигла 100% исполнения нацпроекта здравоохранения. И благодаря помощи регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далажит Бабудовцу обновлена инфраструктура и материально-техническая база учреждений. Закуплено порядка 1000 единиц медоборудования, приобретены 166 автомобилей и 14 карет скорой помощи. В регионе также отмечается снижение общей и младенческой смертности
повышения ожиданий продолжительность жизни Чеченской Республики традиционно держит первое место в стране по естественному приросту населения. Ну и в завершении хотелось бы рассказать о деятельности главного героя нашего сюжета. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Без него не было бы преобразований, описанных ранее. Мудрость, честность, сила духа – все эти качества позволили ему вывести регион на новый уровень развития, обеспечили стабильность и процветание в субъекте. Все это результат упорной работы, которую не раз отмечал и сам президент страны. В сентябре Владимир Путин провел рабочую встречу с главой региона, в ходе которой отметил результативную деятельность в социально-экономической сфере руководителя субъекта и его команды, а также заслуги чеченских бойцов в зоне специальной военной операции. Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте, семьям их самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют. Воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически. Очень хороший, мне очень радует, что очень хорошие контакты сложились с другими подразделениями. Я знаю отношения командиров, в том числе вышестоящего звена. Владимир Путин с рабочим визитом посетил Объединенные Арабские Эмираты и сопровождает президента России Рамзан Кадыров. Многие годы руководитель региона является связующим звеном во взаимоотношениях между странами. Республика активно сотрудничает с арабским миром и продолжает реализовывать совместные проекты, развивая отношения в самых различных направлениях. Подобные встречи помогают вывести регион на более высокий уровень. Развитие республики не собирается останавливаться. На грядущий год намечено множество планов. В 2023-м мы набрались опыта, ну и, конечно, каждый ожидает, что следующий принесет много радости. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Хусейн Мурдаханов, Седемин Мусаев, Рахман Хаджиев, Шамсуди Джабраилов. Вести, Чеченская Республика. Делегация из Арабских Эмиратов в рамках своего рабочего визита побывала во многих местах субъекта. В ходе своей поездки они увидели достопримечательности региона, побывали в различных министерствах, образовательных организациях и даже познакомились с бойцами специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Амина Тупилагова обо всем по порядку. Второй день пребывания гостей из Объединенных Арабских Эмиратов начинается с одного из элитных боевых подразделений. Сотрудники специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Министерства внутренних дел по Чеченской Республике в полной амуниции построились на плацу. Помощник главы региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев тепло поприветствовал военных и отметил высокую роль ведомства в сохранении правопорядка в субъекте. يحكم بولشتاق حبيبنا شو حش بقوى الفوقي خلشتاق تعجيت ميرة دولش يحيولش هو نيق أعمد عجنيق ده غاز وصوب البلش وناق واستخبر والله دق دوزل ده خزق يتاق ميل حاج ده بيتش يوص تقويرش تعا سمني نشوش قولي تنو حابة البقش بوال بيش فكذاتلني وستوبليني لا شو بستريني لا أشتعب والت بيشو شو تحشيت وعده ميل حاج ده حوالو يحكم هلق شو سنك انتهلش شو دال دوغدا دوال شو دال مقش دولش هنسن يح مير دين وز دولش تاق هونيق أعمد حاجنيق هنسن دينا وستي دولش رمزان حاجة ديك بجري دولش دقو شش قاعدة دوال. Здесь же на территории полка бойцы продемонстрировали показательные выступления, иллюстрирующие штормовые сцены. Именно сотрудники полка ежегодно представляют Чеченскую Республику на международных соревнованиях спецназа «СВАТ Челлендж» в Дубае. В прошлом году команда во главе со своим командиром, героем России Замидом Челаевым, уверенно забрала первое место. В 2024-м также взят курс на победу. Благодаря Рамзану Ахматовичу наш полк готовится сейчас на соревнования в Дубае, чемпионат мира. Надеюсь, иншаллах, что мы возьмем это соревнование. Далее гости вместе с Ахмедом Дудаевым направились в Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Министр провел краткий экскурс в историю региона с отсылкой в недавнее трагическое прошлое. В Чеченской Республике были две военные кампании, которые до основания разрушили всю нашу инфраструктуру, все города и населенные пункты. Город Грозный, где мы сейчас находимся, был признан Организацией Объединенных Наций, специальной комиссией, был признан самым разрушенным городом в мире после Второй мировой войны. В республике орудовали террористы, экстремисты из более 55 стран мира. Ведущие эксперты, они прогнозировали, что на восстановление городов в республике уйдет от 50 и больше лет.
И только благодаря нашему первому президенту, герою России Ахмату Хаджи Кадырову, нам удалось победить международный терроризм. И сегодня республика является практически единственным регионом, где победили терроризм и отстроили заново все города и населенные пункты. Налажена мирная жизнь. В первую очередь в своей речи руководитель делегации, директор Университета гуманитарных наук имени Мухаммеда бин Зейда, доктор Халифа Мабарак Аз-Захири поблагодарил за гостеприимство. После всего увиденного он выразил слова восхищения в адрес личности первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Я не могу не отметить то, что действительно личность Ахмата Хаджи Кадырова – это великая личность, которая сыграла очень большую роль в восстановлении республики и восстановлении города. И его курс, его путь продолжил глава республики Рамзан Кадыров. И действительно их наследие и их путь можно проследить и в улицах города, в том, что мы видим в городе повсюду. Кроме того, он сказал, что их делегация прибыла по поручению руководства Объединенных Арабских Эмиратов, так как страна нацелена на то, чтобы развивать сотрудничество с Чеченской Республикой. Данное заявление прослеживается и в укреплении двухсторонних отношений. Гостям также рассказали о ключевых направлениях работы Министерства национальной и информационной политики, продемонстрировали ролики о работе средств массовой информации региона. Министр подытожил встречу тем, что региону также интересен опыт взаимодействия. У нас относительно молодая, мобильная, коммуникабельная команда, настроенная в первую очередь налаживать вот эти горизонтальные связи. В Духовном управлении мусульман региона гостей встретил муфтий Салах Хаджи Межиев. У них с членами делегации состоялась душевная беседа с вручением подарков. ديستخلش الباخن بر قزر نخش شر دين عن رشت الحال قزها علم عام در قزع دول ماجدكش قزع يول حجرش إسلامسك أونيفرسيتيت إسلامسك إنستيتوت بلخش وق عام متعلمش حافظ دين حيوكش دولق دين عباش بول بولخ دق دح قميل دينا إذا شينا دخل شيء سنخ بقدرش جوهتا مش بنا دوش بركل بوخشة أستيبنا إشتع خز أثر دش أستيبنا إشت بالخلي. Как раз к завершению встречи прозвучал призыв к обеденной молитве, и все направились в мечеть. Наряду с Духовным управлением мусульман в исламский комплекс входит и мечеть Сердца Чечни имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, открытая в 2008 году. Она выполнена в классическом османском стиле и является одной из самых больших и красивых в мире. После намаза гостям провели экскурсию по святыне. Наружные и внутренние стены мечети отделаны мрамором-травертином, а интерьер декорирован белым мрамором. Центральный зал накрыт огромным куполом диаметром 16 метров и высотой 32 метра. У святыни есть 4 минарета высотой по 63 метра. Она может вместить более 10 тысяч верующих. Нас встретили очень тепло. Нам удалось посетить Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации, мечеть Сердца Чечни и Духовное управление мусульман Чеченской Республики. Особенно приятно было встретиться с муфтием Чеченской Республики Салахом Хаджи Межиевым и обсудить с ним пути развития отношений по разным направлениям. Нельзя приехать в регион и не познакомиться с богатой чеченской культурой. В Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова гостей встретил министр культуры Муса Дадаев. Сперва они рассмотрели представленные в фойе картины и работы мастеров декоративно-прикладного искусства и резьбы по дереву. Сразу после для них состоялось выступление известных артистов региона. Также делегация встретилась с представителями творческой интеллигенции. В ходе круглого стола обсудили дальнейшие планы, проведение выставок, а также гастролей, труп театров и других совместных проектов. Далее у гостей состоялась встреча с министром образования и науки Чеченской Республики Хошбауди Дааевым, а также с ректорами вузов региона. Основной площадкой для переговоров стал Чеченский государственный педагогический университет. Были затронуты вопросы двухстороннего взаимодействия в образовательной и научной областях. Еще раз стоит упомянуть о теплых братских взаимоотношениях руководства Эмиратов и Чеченской Республики, что еще раз нас призывает к тому, чтобы вопросы, связанные с нашего взаимодействия сегодня в части образования, они рассматривались и принимались
воспринимались самым серьезным образом. Я искренне благодарю коллегу, доктора, за открытость и за желание взаимодействия отдельно в Чеченской Республике в части международной коммуникации с Российской Федерацией. Также вузы представили презентации, в которых подробно рассказали о своей деятельности, преимуществах обучения в них иностранных студентов, предложили идеи различных проектов. На данный момент у нас около 200 иностранных студентов. В основном это страны СНГ. Студенты сюда приезжают, они не только сюда приезжают, потому что здесь образовательная компонента хорошая, но также они приезжают сюда из-за культуры, из-за города, из-за инфраструктуры, из-за доброжелательного отношения горожан и жителей, наших местных жителей к себе. Чеченскую республику связывают теплые отношения с арабским миром. Различные объекты в регионе носят имена его лидеров. Чтобы укрепить и без того прочную взаимосвязь между двумя регионами, намечено продуктивное сотрудничество в обширном списке направлений. Амина Тупилагова, Абдулрахман Хаджиев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская республика. В последний день рабочего визита делегация из Арабских Эмиратов посетила региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и фонд имени шейха Заида. Гости ознакомились с деятельностью организации и узнали, над чем сейчас они трудятся. Подробнее расскажет Адам Магомедов. Представители фонда имени шейха Заида презентовали делегации из Объединенных Арабских Эмиратов успехи, достигнутые за последние годы, а также новые работы. Организацией всего было профинансировано 438 проектов. Это общепиты, различные производственные учреждения, мелкий бизнес и многое другое. На данный момент реализуется масштабный проект продолжения проспекта Путина. Его возведение изменит облик не только центра, но и всей столицы Чеченской Республики. Он будет продлен от памятника Дружбы народов до улицы Коперника. Общая протяженность составит около 2 километров. На территории в 2 миллиона квадратных метров будут располагаться 142 так называемых дубайских дома в 9, 10 и 30 этажей. Создали 2000 рабочих мест. Сегодня, благодаря правительству Чеченской Республики, город развивается. И также фонд Заида помогает всем предпринимателям региона. Директор университета гуманитарных наук имени Мухаммеда бин Заида доктор Халифа Мабарак Аз-Захири поблагодарил за проделанную работу, отметив крупные успехи, достигнутые за довольно короткий срок. И мы рады слушать о достижениях фонда, который носит имя шейха Заида. И рады, что вы возглавляете этот проект. Спасибо. И действительно, в Эмиратах у нас очень развитая идея поддержки предпринимателей, различных инновационных проектов. И мы рады, что сегодня эта идея развивается также в Чеченской Республике. Тут же гостям вручили небольшой подарок. Это мед, произведенный компанией, чьим спонсором выступал фонд. Фонд имени шейха Заида поддерживает самые разные проекты, начиная от мелких бизнесменов до улучшения целой инфраструктуры. Его основной задачей является развитие местной экосистемы предпринимательства, а также образовательных программ. Организацией было проведено 4 бизнес-тренинга по обучению начинающих делопроизводителей. В них приняло участие более 4000 человек, среди которых и студенты, которые смогли получить колоссальный опыт. Дальше делегация встретилась с представителями регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Благотворительная организация проводит масштабные акции по всему миру и помогает нуждающимся людям. В том числе оказывалась поддержка пострадавшим в результате землетрясений в Турции и Сирии. На данный момент активная помощь идет в сторону палестинцев. Им отправляются гуманитарные грузы. А также на территории региона в настоящий момент принято уже 206 эвакуированных жителей сектора Газа. Помимо этого, в данных направлениях большую работу проделывает и фонд Даймох. Беженцам, которые находятся в Бангладеше, это наши братья-мусульмане из Рахилджи, более 1,5 миллиона продуктовых наборов. Там также были построены школы, мечети, медресе для беженцев. Также помощь в Турции, Палестина, Ирак, Иордания. То есть действительно фонд имени Ахмата Кадырова, он охватывает все направления. Доктор Халифа Мабарак Аз-Захири также рассказал о помощи пострадавшим, которую они оказывают в Эмиратах. У нас есть определенные технологии, которые позволяют делать морскую воду пресной.
حتى يصبح صالحا للشرب. Чтобы она была пригодна для питья. وهذا عملناه في العريش في منطقة العريش المصرية، مدينة العريش المصرية. И мы построили такой район, такой регион в городе Ариш, это в Египте. ومدينا فيها لغزة وإيران. И обеспечили доставку этой воды в Газу. Руководитель делегации из Объединенных Арабских Эмиратов попросил помощника главы региона, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева передать подарок Рамзану Кадырову. Обязательно поставим на самом достойном месте. ولا شك أن سنجد له مكان إن شاء الله في أبرز وأجمل مكان إن شاء الله. Президенция главы республики и правительству в рабочем кабинете везде у него стоят портреты с Мухаммадом бин Заидом. Связующим звеном во взаимоотношениях между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами является Рамзан Кадыров. Регион активно сотрудничает с арабским миром и продолжает реализовывать совместные проекты, развивая отношения в самых различных направлениях. Эмираты являются крупнейшими инвесторами в Чеченской Республике, несмотря на санкции со стороны Запада. Такие теплые, конструктивные взаимоотношения с Объединенными Арабскими Эмиратами являются следствием братских, крепких, дружеских отношений главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахмадовича Кадырова с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом. Мы знаем, какой популярностью, авторитетом Рамзан Ахмадович пользуется в арабском мире и, следовательно, как вытекающие из этого в Чеченской Республике инвесторами из Эмиратов построен и функционирует отель «Локал». У нас в регионе функционирует фонд Зайда, который мы сегодня посещали и который финансирует большое количество предпринимателей, бизнесменов. Кроме того, по инициативе Рамзана Ахмадовича Кадырова в Чеченской Республике функционирует школа хафизов, которая носит имя первого президента Объединенных Арабских Эмиратов. Делегация осталась довольна визитом в регион и высоко оценила его большой потенциал для развития. Эта рабочая встреча далеко не последняя. Впереди еще много совместной работы. Адам Магомедов, Аслан Ахматов, Харан Абдулаев. Вести, Чеченская Республика. Делегация под председательством первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко посетила один из госпиталей Ахмат в городе Луганск. Гости ознакомились с условиями лечения раненых бойцов. Начальник медико-санитарной части МВД России по Чеченской Республике Рамзан Эльдебиров подробно рассказал о проводимой работе по обновлению материально-технической базы и регулярному обеспечению медучреждения необходимыми медикаментами. Все это представляет госпиталю региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. С самого начала специальной военной операции фонд ведет непрерывную благотворительную работу, которая охватывает в том числе и больницы. Посетители пообщались с ранеными бойцами, поздравили их с Новым годом и Рождеством, пожелали им скорейшего выздоровления, а также передали новый портативный аппарат для ультразвуковой диагностики. У нас на сегодняшний день, как сказали, 78 человек, это ребята со всех регионов, разной национальности, там не только Чеченская Республика, Те раньше часто заезжают, все понимаю. Нету такого деления. Горная солянка уже давно. Да, свой чужой. Да. Как и медики. Как и медики, то есть и МВД, и волонтеры, тут все, и Чеченская Республика, и местные врачи. И Центральный военный округ, здесь ребята тоже на долечивание, мы их забираем. Ну и получается 8 гражданских врачей, 6 вместе с Рамзаном, это Ахмат, из них 3 чеченских, да? В столичном аэропорту состоялась очередная отправка защитников Родины. Добровольцы из разных уголков страны прибывают в регион для обучения военному делу в Российском университете спецназа с последующим участием в специальной военной операции на Украине. Проводить их прибыли официальные лица республики. Рамзан Абуев продолжит тему. Защита интересов Родины во все времена считается благородным делом, подчеркнул в своей напутственной речи к добровольцам председатель парламента Магомед Даудов. Бойцы, уже к вечеру вы поступаете к распоряжению генерала Алаудинова. Самое главное, берегите себя, поддерживайте друг друга. Надеюсь, что на месте с достоинством и честью вы выполните то задание, которое нам поставил Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин. От вашего лица хочу поблагодарить Общественный фонд имени первого президента
Героя России Ахмада Хаджи Кадырова, который нам помогает. Главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича, который с первых же дней, вы сами знаете, взял инициативу по созданию добровольческих отрядов. И мы с марта месяца 2022 года отправляем еженедельно добровольцев, защитников нашего Отечества в зону проведения СВО. Берегите себя, поддерживайте друг друга. В составе новой группы находятся как новобранцы, так и те, которые отправляются на СВО уже во второй и третий раз. Доброволец с позывным «Тарзан» – один из опытных. Сегодня его 4-я командировка. Принимал участие в самых горячих точках. А это уже его брат, позывной Тархан, отправляется в первый раз. Примером для него служит старший брат, который бесстрашно отстаивает интересы Отечества. Каждый из бойцов уверен, что сможет внести свой посильный вклад в общую победу над злом под названием неонацизм. Я с начала СВО нахожусь на линии передовой с ребятами. Помимо того, что служба, мы занимаемся еще и помогаем друг другу. Но мотивация у нас у всех одна – победить фашизм, прекратить эту ихнюю идеологию. Все прекрасно понимают о том, что мы даже воюем не настолько, сколько с украинцами, сколько с западными странами. Ну и, конечно же, в первую очередь мы защищаем свой дом. Первый раз, когда ехал, был наслышан о том, как вообще в Ахмате относятся к людям, какая подготовка, что все замечательно. Поехал, лично сам убедился, приехал второй раз. Вот. Команда у меня хорошая, боевой настрой очень замечательный. Я думаю, победа будет за нами, все будет хорошо. Служить добровольцы будут в легендарном спецназе «Ахмат». Всеобъемлющую помощь бойцам оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, обеспечивая питанием, медикаментами, техникой и амуницией. Все бойцы прошли курс практической военной подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудеремесе у опытных инструкторов. Предварительно все они также заключили контракты с Министерством обороны страны и получат все льготы и социальные гарантии как военнослужащие. Рамзан Абуев, Рахман Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.